Еще 2 месяца назад на этом месте был пустырь. Теперь новый щитовой дом с 2 просторными комнатами, с кухней и ванной, с расчетом на то, сколько человек в семье. Здесь уже проведены все инженерные коммуникации, немного внутренней отделки и можно заезжать. О таком просторе, признается Айшат Арчакова, они только мечтали. Ей до сих пор трудно поверить, что появилась собственная крыша над головой. Более 20 лет по съемным квартирам, а то и вовсе в щитовом доме без удобств. Но совсем скоро эти трудности останутся лишь воспоминанием. Женщина обратилась в фонд «Солидарность» с просьбой помочь. И эта просьба не осталась без ответа. الخيدة وشلون قشيلة اشتحليت الدوج زيادوخ ويا خير زقوا تعطيك شلون كهيتاي أغران شلون قاتاني لما ترشكو كشادر اشتحش أخليج صران شلوغر مويكا شلوغر ليش Дом построен и готовится к сдаче почти под ключ от будущих хозяев. Требовалось лишь заложить фундамент. Земельный участок для строительства у семьи был. 10 соток, которые долгое время были единственным недвижимым имуществом Арчаковых. Сейчас к нему прибавилась еще одна радость. Дом. Айшат делится, как именно она его обустроит. أبوي حمداتي راشد أدي خا هتشا وش قصي بوت صوابي جوز Здесь у нас были немножко затруднения ввиду того, что не было, как бы сказать, бесплатной рабочей силы. Мы как бы по максимуму стараемся в других семьях, в других адресах привлечь родственников, чтобы не было, чтобы мы не тратились на рабочую силу. А здесь уже пришлось нанимать каменщиков, потом на отопление нанимать. Поэтому немножко затруднилось с этой ситуацией, с этой семьей. Но, альхамдулиллах, как мы видим, уже дом завершен. Пока на участке еще кипит строительная работа, семья из 3 человек проживает в этом доме в Икажево. Ютиться приходится в прямом смысле в нечеловеческих условиях. Потрескавшиеся стены, ненадежная крыша и продуваемые окна совсем не сулят комфортного проживания. За жилье еще и платят аренду 6 тысяч в месяц. А единственный доход семьи – пенсия матери. Это при том, что дочь и сын Айшат – инвалиды. Удобства яс никакого. Тхоти забегаш, тхо эйсан буласа. Ачи хачи эйсан что казал дух ремонт я и ухчу. На счету у фонда свыше 1500 семей, но в первую очередь помощь оказывают тем, кто в ней остро нуждается. И удается это сделать за счет средств неравнодушных жителей республики. Помогают фонду в его благоугодном деле все желающие. К примеру, местные власти, да и руководители организаций ежемесячно перечисляют на счет фонда свою однодневную заработную плату. К благоугодному делу присоединяются и меценаты. Словом, оказать посильную помощь через фонд «Солидарность» своим землякам может каждый, у кого возникло такое желание. Бывают многие обращения по поводу лечения. И вот с начала этого года у нас уже 9 тяжелобольных, уже им оказана медицинская помощь. Вот один дом под ключ мы построили, вот этот дом практически под ключ. И мы начали стройку дома в сельском поселении Троицкое. Сейчас уже работы идут на уровне фундамента. Вот такая помощь. А так, с финансированием у нас, альхамдулиллах, немножко стабилизировалось. Думаю, дальше нас будут поддерживать всячески наши меценаты, чиновники и обычные люди. Беда может коснуться каждого, но для Арчаковых благодаря неравнодушным жителям черная полоса наконец закончилась. Осталось только переехать в новый дом. Жарадат Хулухоева, Магомед Шаухалов, Новости 24.